Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках проекта «Великие люди Сарарки» я хотел бы рассказать о казахском акыне Жырау, видном представителе казахского устно-поэтического творчества Бухар Жырау Калкаман Улы. Бухар Жырау – это яркая личность в истории Казахстана. Он родился на территории нынешней республики Узбекистан, в урочище Елебай, близ Бухары. Поэтому название местности, где родился ребенок, по старой тюркской традиции было принято решение дать ему это имя. Стоит отметить, что по преданию имя новорожденному дал казахский знаменитый мудрец Анет Баба, к которому обратился счастливый отец. По легенде, Бухар до 7 лет был глухонемым. Потом его случайно закрутил вихрь смерча, и он стал говорить и слышать, и затем изъясняться стихами. Так формировался будущий акын, сын знаменитого Батыра Калкамана и продолжатель знатного рода. Известен Бухар Жырау, прежде всего как Жырау, воспевавший хана Аблая, но он был одним из редких людей в окружении, кто мог критиковать поступки правителя. Это свидетельствовало о высоком престиже его как общественно-политического деятеля. Как патриот, человек с государственным мышлением, Бухар Жырау с болью говорил о том, чем грозит разрозненность народа. Для сохранения страны надо было преодолевать родовые и племенные распри, мелкие клановые интересы. Жырау призывал не втягиваться в тяжбы за скот и землю, а жить в сплоченном государстве, чтобы противостоять чужим вторжениям. В сказаниях Бухар Жырау отражались исторические события того времени и прежде всего деятельность Аблай-хана. В поэме «Сабалах» он поведал о его первых победах и возвышении. Позже народный поэт воспевает хана как символ мощи, ума, человечности. Для него Аблай – носитель идеи единого государства. Бухар Жырау умер в 1781 году в возрасте 113-летнего старца. Прах знаменитого Жырау, крупнейшего деятеля времен ханов Тауке и Аблая, покоится в Баян-Ауле. Машхур Жусуп Копеев нашел могилу Жырау и первым установил знак над надгробием. А в 1993 году на месте захоронения был возведен мавзолей. Примечательно, что Карагандинский областной музей изобразительного искусства расположен на проспекте, носящий имя Бухар Жырау. В фондах музея хранятся картины, где отображен образ великого акына. Например, линогравюра Бухар Жырау из цикла «Степная Атлантида» автора Манбаев Манатбек Сагындыкович. Картина нарисована в 2017 году. Он член Союза художников Казахстана. Прирожденный график Манбаев умеет создать в композиции гармонию черного и белого. Художник Бегалин Айбек Аленович нарисовал портрет Бухар Жырау в 1993 году. Айбек Аленович – живописец, график, член Союза художников Республики Казахстан, заслуженный деятель культуры. В живописных полотнах Бегалина привлекает некая нездешность, когда знакомые образы обретают доселе неизвестные черты. Также хотелось бы отметить картины Дроздова Олега Валентиновича «Хмурый день» и «Летний день». Здесь он нарисовал проспект Бухар Жырау в городе Караганде. Он пишет прежде всего родную Караганду, пишет постоянно, причем практически одни и те же мотивы.